Как сделать так, чтобы в родном муниципалитете появились контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов? И к кому обращаться, если мусор не вывозят вовремя? Тему раздельного сбора твердых коммунальных отходов обсуждали сегодня в общественной приемной главы Коми. Вопросы жителей касались как раздельного сбора, так и более привычных проблем с отходами. Евгений Стокос подробнее. Экологическая сознательность в 21 веке – это неотъемлемое качество любого человека. Ты заботишься не только о себе и своем потреблении, но и о месте, в котором ты живешь, и о будущих поколениях. Еще лет 5 назад никто не верил, что в республике Коми будут раздельно собирать мусор. Ну вот сегодня скептиков все меньше, а раздельных сборщиков все больше. Будь то частная инициатива в одном многоквартирном доме или целое предприятие, разделение мусора в Коми становится все более популярным. В муниципалитетах республики с 2016 по 2020 год установлено 1320 разноцветных контейнеров и обустроено более 350 площадок. Но есть они не везде. На прямой линии в общественной приемной главы представитель Министерства природных ресурсов объясняет, инициатива по их установке должна исходить от муниципалитетов. На эти цели каждый год предусматривается 5 миллионов рублей. Субсидии выдаются по заявкам муниципалитетов. Для того, чтобы получить ее, муниципалитеты подбирают необходимые места, согласовывают их с Роспотребнадзором, с СЭС, подают соответствующую заявку, в том числе на обустройство контейнерных площадок и на приобретение контейнеров. Муниципалитеты же включают эти площадки в реестр, после чего они входят в территориальную схему обращения с ТКО. Сразу несколько вопросов на прямой линии касались не потенциального вторсырья, а вполне привычного мусора в общих контейнерах. Тема все-таки острая. Так, жительница города Микунь сообщила, что контейнерные площадки очищают не своевременно, а сами они грязные. В таких случаях, советуют специалисты, нужно проявлять инициативу, обращаться в Стройжилтехнадзор республики или в жилинспекцию муниципалитета. Уполномоченное ведомство отреагирует на обращение, и ситуация должна исправиться. Если вы являетесь плательщиком за услуги обращения с твердыми коммунальными отходами, вы вправе требовать, чтобы вам эту услугу оказывали своевременно и качественно. Вы можете оформить это обращение, зафиксировать факты, когда у вас, по вашему мнению, не вывозилось нарушение, то есть либо в организации самой представления коммунальной услуги, то есть там недостаточные контейнеры, либо они находятся в неудовлетворительном состоянии. Российский экологический оператор в апреле этого года рапортовал, что по охвату населения раздельным сбором мусора Коми в лидерах по стране. Мы уступаем только Москве и Московской области. Кстати, знаменитый аргумент противников раздельного сбора, что, мол, какой смысл разделять, все это потом все равно свалят в один контейнер, собираются пресечь на уровне федерального закона. 65 регионов ввели у себя раздельный сбор. Теперь мы хотим закрепить это регуляторно. Готовим изменения в законодательство для того, чтобы это стало обязательным, чтобы не смешивали раздельный мусор. Если в регионе введен РСО, то региональный оператор, который этим занимается, обязан соблюдать требования. В противном случае он не сможет выполнять эти работы. Согласно нацпроекту «Экология», в стране уже к 2024 году должна появиться новая отрасль экономики – перерабатывающая. А переработка без сортировки невозможна. Поэтому все больше усилий федеральной и региональной власти будут направлены на раздельный сбор. Но главным останется личный пример, ведь все большие изменения начинаются с одного человека. Евгений Стокос, Олег Остромин, Юрган.